Добрый вечер. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. При замене внутреннего абхазского паспорта дополнительные документы не требуются. Пресс-конференция руководителей УПВС ВАРС мира. 38-й раунд женевских дискуссий прошел весьма позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии. Брифинг по итогам переговоров. В 14 и 16-этажках столицы лифты будут работать. Актуальный репортаж программы. И начну выпуск с самой важной на сегодняшний день информации. Соглашение об общественно-политической стабильности, над которым шла работа несколько дней подписано. Свои подписи под документом поставили президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Бганба. Со стороны блока оппозиционных сил Аслан Бжани, Алхаз Квицини и Нугзар Ашуба. Соглашение конкретизирует сроки выполнения обязательств. Об этом заявил сегодня на брифинге спикер парламента Валерий Бганба. Уважаемые коллеги, хотел бы сказать вам всем и нашему народу, нашим телезрителям, что тот договор, о котором мы говорили уже, наверное, больше недели, и последние черты его, которые были подведены на встрече Рауля Джумковича с лидерами оппозиции, сегодня подписан. Я могу его зачитать вам. Признавая общей целью достижения согласия в обществе как важнейшего фактора стабильного развития государства, исключающего возможность разрешения возникающих проблем через насилие в каких-либо формах, ставя общие интересы выше групповых, партийных, президент Республики Абхазия, Народное собрание Республики Абхазия и блок оппозиционных сил согласились. Президент Республики Абхазия и Народное собрание Республики Абхазия завершает инициированную Раулем Джумковичем Хаджимба конституционную реформу, направленную на перераспределение полномочий между исполнительными и законодательными ветвями власти. Второе. Президент Республики Абхазия назначает вице-премьера Республики Абхазия по предложению блока оппозиционных сил. Представит на рассмотрение парламента две кандидатуры судей Конституционного суда Республики Абхазия, предложенных блоком оппозиционных сил. Представит парламенту для избрания кандидатуру генерального прокурора Республики Абхазия из числа предложенных блоком оппозиционных сил. Народное собрание Республики Абхазия изберет в состав Центральной избирательной комиссии 4 члена, предложенных блоком оппозиционных сил. Блок оппозиционных сил принимает на себя обязательство не требовать досрочной отставки действующего президента Республики Абхазия. В случае, если блок оппозиционных сил выдвинет требования досрочной отставки президента Республики Абхазия, настоящее соглашение прекращает свое действие. Подписано президентом Республики Абхазия, спикером парламента, подписано блоком оппозиционных сил Бжания, Квициния, Ашуба. То есть президентом Фонда социально-экономических и политических исследований Апра Бжанием, председателем Амцахара Квициния и председателем ООО Абзанхара Нугзаром Ашуба. Я хочу сказать о сроках исполнения данного соглашения. Есть конституционные сроки выполнения данного соглашения. В первую очередь речь идет, допустим, о ЦИКе, то уже завтра-послезавтра мы обязаны утвердить список членов ЦИКа, представляемых парламентом. 8 человек. Из них 4 это будут предложены кандидатуры блоком оппозиционных сил. Блок оппозиционных сил эти кандидатуры уже нам предложил. То есть они будут на ближайшем, вот завтра мы постараемся уже в соответствии с законом, мы должны уже завтра эти списки принимать. Что касается судей Конституционного суда. Судей Конституционного суда последний срок у нас 22 декабря. До 22 декабря президент должен представить нам судей Конституционного суда. Как вы знаете, мы избрали только 2, еще надо избрать 3. 2 из них представит блок оппозиционных партий, 1 представит, понятно, всех представит президент, но 2 по инициативе блока оппозиционных партий, 1 по своей инициативе, и мы их должны утвердить до 22 декабря, это в соответствии с законом. То есть, как видите, здесь сроки очень ограниченные, сроки очень сжатые, поэтому нам сейчас необходима постоянная работа и с блоком оппозиционных сил, с администрацией президента, с нашими комитетами, потому что комитеты должны все эти кандидатуры предварительно рассмотреть, чтобы эти соглашения, которые мы подписываем, чтобы оно действительно было своевременно выполнено.
Ну, я могу только сказать, что еще раз повторить свои слова, которые я говорил 15 или уже 16 утром. Нет ни проигравших, ни выигравших, выиграл народ Абхазии. Выиграл народ Абхазии тем, что еще раз доказал свою мудрость, что он может выходить из такой ситуации с честью. Но в то же время вот мои коллеги здесь, и мы хотим, чтобы не было таких ситуаций, которые могли бы привести к таким взрывоопасным ситуациям. Поэтому то, что мы предложили, то, что предлагает Рауль Джумкович Хаджимба, конституционные изменения в 3-4 глав Конституции, касающихся перераспределения полномочий между законодательными и исполнительными властями, нам всем кажется, что это даст большую возможность в дальнейшем избежать таких конфронтаций. Поэтому мы усиленно будем над этим работать. Я не сомневаюсь, что президент нам данный законопроект представит до, как мы договаривались, практически до конца месяца. Мы тоже с ним будем усиленно работать. Тем более уже у нас были серьезные наработки по данному вопросу еще начиная с 2008 года, еще в 4-м созыве парламента. Поэтому я думаю, что нашему комитет занимался этим, мы занимались и законом о выборах по смешанной системе. То есть все эти темы нам знакомы, и я думаю, что и комитет, и в целом парламент смогут данный закон принять быстро. То есть практически, может быть, даже до ухода на зимнюю сессию, чтобы он уже работал, будем говорить, с новых выборов в парламент, которые состоятся 12 марта. Я хотел бы всех нас поздравить с тем, что мы сегодня можем смеяться, улыбаться. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в переговорном процессе и со стороны блока оппозиционных сил, и со стороны парламента, и со стороны администрации президента. Еще раз поблагодарить народ за ее мудрость и пожелать всем весело встретить Новый год. Спасибо. 38-й раунд женевских дискуссий прошел весьма позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии. Такую оценку дал состоявшейся встрече глава абхазской делегации в Женеве, заместитель министра иностранных дел Кан Таня на состоявшемся сегодня в МИДе брифинге по итогам очередного раунда дискуссий. Сария Смыр расскажет подробности. Женевские дискуссии – это единственная официальная международная площадка для Абхазии, которая дает возможность напрямую общаться с такими странами, как США, Россия, Евросоюз, ООН и ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кан Таня, подводя итоги очередного раунда переговоров. По его словам, 38-й раунд прошел весьма позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии. Почему говорю весьма позитивно? Потому что это впервые с 2008 года, с момента, как начались дискуссии, мы впервые были близки к принятию совместного заявления о приверженности неприменению силы. Как вы знаете, главной целью участия абхазской делегации в женевских дискуссиях является подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, и наше участие в них как раз таки должно обуславливаться тем, что рано или поздно, учитывая то, что дипломатическая работа все-таки подразумевает длительный процесс, рано или поздно дискуссии должны приносить результаты. Кан Таня выразил надежду, что совместное заявление получится принять на следующем раунде. Участники женевских дискуссий обсудили проблему непризнания жизненно важных документов, выданных в Абхазии: паспорт, свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании и другие. Обсуждался и ряд других вопросов, в том числе активизация военного партнерства Грузии с НАТО. На это особенное внимание обращают наши российские коллеги. И эта тема, правда, для нас очень актуальна. Это не является, в общем-то, такой банальностью, да? То есть уже за этот год произошло более 3 военных учений. И, разумеется, мы понимаем, что это не просто так, что это дает определенную угрозу для нас. А наша реакция – это укрепление военного партнерства с Россией. То есть
вполне такие адекватные действия с нашей стороны. Одним словом, несмотря на очередную попытку Грузии воспрепятствовать подписанию основного договора, работу на площадке можно назвать плодотворной, отметили члены абхазской делегации. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в марте 2017 года. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. При замене внутреннего абхазского паспорта дополнительные документы не требуются. Об этом сообщил начальник управления паспортно-визовой службы Эдуард Монарген на брифинге в Арсмира. Глава паспортного управления рассказал журналистам о процессе паспортизации, всех плюсах и минусах новой программы. Подробности в материале Ньюсфлэшба. Поводом для встречи в Арсмира стали публикации журналистов, в которых идет речь о сложностях при получении внутреннего абхазского паспорта. Новый глава паспортного управления МВД подтвердил, проблемы были, но уже с пятницы их нет. Паспортизация, как вы знаете, уже идет с мая месяца. Да, есть моменты, есть трудности, связанные не только с подготовкой специалистов, но также технические. К сожалению, технических много. На сегодняшний момент практически мы справились. У нас установить осталось в городе Гали, Сандрипщи будет завтра, Георгиевна, и Бзыби, только 2 населенных пункта. И практически везде уже осуществляется прием документов. Что касается перечня дополнительных документов, которых ранее требовали от граждан в паспортных столах, то их больше не будет в массовом порядке. Единичные случаи все же останутся. Это зависит от наличия в первоначальном пакете документов всех необходимых справок. Но есть первичный материал, форма 1 так называемая. Если в этой форме отсутствует какой-либо из перечней документов, то мы должны этот документ дорабатывать. А вот проблемы с дактилоскопированием пока остаются. По словам главы паспортного ведомства страны, виной тому и неподготовленность кадров, и технические сбои. Перебои с электроэнергией на первом месте. Вот и приходится гражданам сдавать отпечатки по нескольку раз. На сегодняшний день уже изготовлено более 3000 паспортов. На обработке 1200 бланков. Серьезные задержки связаны со спецпроверками. Необходимость перепроверять данные о нахождении людей в период 90-х и 2000-х годов все еще сохраняется. Есть спецпроверки, связанные с определенными, вы понимаете, структурами, куда нам надо обращаться. У них тоже, наверное, много работы. Но в таких случаях мы должны оповещать непосредственно человека, который хочет получить паспорт. Об итогах работы новых руководителей паспортной службы говорить, конечно же, рано. Но изменения уже видны. А еще они готовы к диалогу и на связи в любое время суток. Ньюсфлэшба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Анзор Гоов подвел итоги деятельности министерства в уходящем году. Был затронут широкий круг вопросов, среди которых восстановление больниц, закуп оборудования, диспансеризация и другие не менее важные темы. Пресс-конференция началась с вопроса формирования новой структуры Министерства здравоохранения, которая предполагает переподчинение всех районных больниц Минздраву. Мы подали документы о том, чтобы переподчинить все районные больницы Минздраву Республики Абхазия. В этом есть свои плюсы, конечно, и так должно было быть изначально. Документ находится в разработке в парламенте и в кабинете министров. Я думаю, что в кратчайшее время он будет принят, и мы все это будем структурную единицу приподчинять себе. Еще в 2012 году в рамках российского комплексного плана на оснащение больниц Абхазии необходимым медицинским оборудованием было выделено свыше 360 миллионов рублей. По словам Анзора Гоова, с тех пор эта сумма не менялась. Все средства были потрачены на восстановление объектов. Мы оснастили все больницы практически новым оборудованием. Это в Гагаринскую больницу, в Гудаутскую, республиканскую онкологию, туберкулезную и психиатрическую больницу. Мы поставили новое рентгеновское оборудование полностью. И флюорографы, и в онкологии еще поставили коротковолновый облучатель. Также мы закупили передвижные диагностические комплексы для того, чтобы была проведена диспансеризация. Закупили операционные блоки для республиканской больницы, Гудаутской больницы, онкологии и туберкулезной больницы. Также оснастили лабораторным оборудованием все больницы, которые стояли у нас в комплексном плане. Закупили самое такое оборудование качественное для малоинвазивной хирургии, эндоскопическая, в республиканской больнице стоит.
закупили аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса и премиум класса, и передвижные. Также закупили передвижные рентгеновское оборудование для всех палатные рентгены. Закупили инструментарий. То есть все это полностью мы уже закупили, все стоит, все в работе уже. В рамках инвестиционной программы на 2017 год будут также отремонтированы Ткварчалская и Сухумская республиканская детская больницы. Ведутся переговоры по выделению дополнительных средств на постройку кардиоцентра на базе республиканской больницы. В Очимчирском районе при финансировании местного бюджета ремонтируются и создаются новые фельдшерско-акушерские пункты. 3 района – Галский, Ткварчалский и Очимчирский – прошли диспансеризацию. По словам министра, результаты диспансеризации среднестатистические и никаких опасений не вызывают. Было обследовано около 60% жителей 3 районов. Анзор Гоов также привел данные по пациентам, получающим медицинскую помощь в Российской Федерации. За прошлый год, вот на сегодняшний день, проплачено где-то около 50 миллионов, у нас прошло 609 пациентов, еще лечатся где-то около 100. В ближайших планах Министерства здравоохранения создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи. На 2018 год запланирована установка пунктов сдачи донорской крови. На пресс-конференции речь шла и о Сухумской городской инфекционной больнице, которая нуждается в ремонте. Я вам скажу, что это наша боль. Там и врачей-инфекционистов не хватает. Вот именно по тем специальностям, которые у нас были, вот в этом году мы отправляли только те специальности, которые, то есть стоматологию, все это мы не набирали в этом году. Мы отправляли на обучение по ординатуре, даже и по всем специальностям, те, которые нужны нам сегодня. Но вы знаете, в силу того, что наши жители все хотят работать в столице, когда в районах нет врачей. Вот с этим у нас проблема большая. Анзор Гоов прокомментировал санитарно-эпидемиологическое состояние Сухумского роддома. По его информации, итоги работы по этому вопросу специальной комиссии будут объявлены 21 декабря на коллегии Минздрава. В соответствии с итогами в рамках коллегии будут вынесены соответствующие решения. Кроме того, Гоов сообщил, что бюджет Минздрава Абхазии на будущий год составит 580 миллионов рублей. Благодаря инвестиционной программе проблема лифта в 14 и 16 этажках в новом районе Сухума в ближайшие дни будет решена. Об этом наш следующий сюжет. Большинство лифтов в столице технически устарели. Специалисты в один голос утверждают, что их надо останавливать. Но это нереально, потому что у нас есть люди, которые не могут подниматься по лестнице. Как говорит заместитель начальника жилищного управления администрации столицы Эмма Хварские, остановить лифты невозможно, но городские службы стараются поддерживать их в рабочем состоянии. Обычно я даю на каждый год где-то 152-156 лифтов, но, к сожалению, они сокращаются, доходят до 20-23, 12, видимо, деньги не поступают в том количестве, в котором нам требуется. И вот поэтому на 2015 год у нас было запланировано 23 лифта, а на 2016 у меня 12 лифтов было. Вот из-за того, что в 2015 году деньги инвестиционные не пришли, 2015 год на 2016 перешел. И в принципе, вот сейчас к сдаче готовятся все 23 лифта, которые мы запланировали. И вот то, что вы сказали, что 16-этажки и 14-этажки, вот эти высотки, они прямо первым были в списке, и так оно и идет. Вот я уже акты подписала на той неделе. Сейчас УКС готовит документацию для того, чтобы нам передать технадзор, вот эту процедуру, они, когда все пройдут, когда они убедятся, что лифты можно запускать, мы сразу их запускаем, уже эксплуатировать начинаем. В городе 420 лифтов, из них 36 были заменены еще в рамках комплексной программы. Что касается выбора дома для замены лифта, то здесь все зависит от заселенности дома, от количества пенсионеров и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Мы стараемся хотя бы запустить, мы грузопассажирские или пассажирские запускаем, но зато за счет этого еще какой-то дом можем еще добавить. Хотя бы если один лифт в доме работает нормально, это уже жизнь, особенно для таких высоток. Мы всегда по сметам предусмотрено, чтобы стабилизаторы 15-киловаттные обязательно должны быть. Проблема лифтов в 14 и 16-этажных домах нового района столицы почти решена. Установленные лифты современные, соответствуют всем современным нормам безопасности. Есть надежда, что в следующем году работа по замене лифтов будет продолжена. Рената Шакаева, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.
Прием заявок для участия в первой международной премии имени Фадиля Искандера продолжается. Принять участие в ней можно будет в одной из 3 номинаций. Сюжет существования, прозаические произведения в традициях скандеровской доброты и юмора, под легкой тяжестью небес, философская поэзия и Искандер-фильм. Киносценарии художественных, анимационных и документальных лент, связанных с жизнью и творчеством писателя. Календарь премии также разработан и опубликован на сайте Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. 8-й республиканский конкурс юных музыкантов имени Алексея Чичба прошел сегодня в Сухумском государственном музыкальном училище. Конкурс ежегодный, проводится с целью выявления юных талантов, коими богата наша земля. В этот раз конкурс проводился в 2 номинациях – струнное отделение и фортепианное. Участвовали дети из всех районов Абхазии. Жюри конкурса приятно удивили юные музыканты из Галского района. Одна из них и стала его победительницей. Традиционно спонсорскую помощь конкурсу оказывает народный артистка Абхазии и России Хибла Кирсмава. Эти дети, которые участвуют в конкурсе, большинство из них в будущем поступают в наше музыкальное училище. А после училища многие из них поступают в высшие учебные заведения. И это та вот когорта музыкантов, которые, мы надеемся, вернется в будущем и пополнит наши ряды. В этом году скрипачей гораздо меньше, конечно, чем пианистов. Но, тем не менее, были годы, когда они не принимали участие. И мы сегодня безмерно рады, что вот 8 человек, скрипачей, показали свое искусство. Они еще совсем юные. Я думаю, что там есть великолепный мальчик Жалдак Валентин, единственный виолончелист. Вот на него мы очень надеемся. Есть очень хорошая юная скрипачка, дочь нашего маэстро Давида Терзян, с большим потенциалом девочка. Ну вот мы им желаем всего самого лучшего, успехов в их творчестве. Приближается один из самых любимых праздников в году. В столице полным ходом идет подготовка к встрече Нового года. На площади Свободы уже стоит наряженная елка. Главный атрибут Нового года предстал перед жителями, как говорится, во всей красе. Во все времена именно ель была главным символом Нового года, а также уюта и тепла. Сегодня представить без него праздник уже невозможно. Новогодняя атмосфера ощущается повсюду. Витрины зданий украшены разноцветными гирляндами. На рынке, куда ни глянь, продаются искусственные елки, игрушки. Одним словом, все то, что необходимо для украшения дома к празднику. Очень хороший спрос на елочки. Праздничное настроение у всех. Игрушки пользуются спросом. Причем все люди как-то вот хотят именно дизайнерски оформить свои елочки, чтобы было красиво. Очень много покупают у нас арок. Вырубка ели и пихты на территории Абхазии запрещена. Закон об этом вступил в силу еще в прошлом году. Теперь все желающие поставить у себя дома именно живую ель должны дожидаться 30 декабря. Только за несколько дней до Нового года будут открыты специальные елочные базары. Тем не менее, многие уже начали готовиться к празднику. На рынке предновогодняя суета. Кто-то выбирает елку, игрушки к ней, кто-то подарки близким. С сегодняшнего дня стали готовиться. Елочку только что купили, сейчас будем брать игрушки. Уже настраиваемся на Новый год. Как вы встречаете Новый год обычно? Обычно дома, в кругу семьи, но в этом году решили все после 12 уйти из дома, встретиться в кафе с друзьями. Первый раз решили так. Посмотрим. Дождаться 31 декабря, приобрести живую ель или все же поставить у себя дома искусственную и начинать ее уже наряжать. Это выбор каждого. И не важно, какую ель предпочтут наши граждане. Ведь самое главное – это хорошее настроение, с которым мы проводим старый год и встретим новый, 2017. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +3, +5. Температура морской воды +10.